С новым днем, дорогие наши телезрители, с добрым утром! Утренние часы задают атмосферу для всего дня, поэтому важно провести их обязательно с позитивом. Отправьте своим близким хорошие и красивые пожелания с добрым утром, чтобы поднять им настроение. Ведь именно от него в начале дня во многом зависит продуктивность работы и самочувствие человека. В это время особенно приятно получить сообщение с добрым утром и отправить ответные пожелания добра. Поэтому предлагаю всем нашим дорогим и любимым телезрителям первым делом сейчас сказать доброе утро кому-то из своих близких, ну а потом уже присоединиться к нашему прямому эфиру и в течение ближайшего часа оставаться с телеканалом Якутия-24 и НВК Саха. Поэтому будьте с нами, впереди у нас интересные рубрики постоянные, интересные гости, ну и, конечно, полезная информация для каждого из вас. Поэтому я думаю, что вообще это прекрасная и хорошая традиция начинать утро с нашим телеканалом. Не забываем о том, что мы работаем в прямом эфире, и у нас есть активный телеграм-канал, где, допустим, вы можете пересмотреть наши эфиры, возможно, задать свои вопросы, ну и посмотреть какую-то полезную информацию. Поэтому, если вдруг вы еще не в нашей большой команде, присоединяйтесь прямо сейчас. QR-код вы видите сейчас на экране. Ну и сейчас наша постоянная рубрика. По вторникам мы стараемся в прямом эфире дозвониться до различных экспертов и поговорить с ними в прямом эфире на актуальные темы, которые беспокоят многих. И сегодня эта тема, я думаю, касается, как детишек, так и взрослых, это электросамокаты. Дело все в том, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности оказались в центре громких запретов. После Благовещенска, Елабуги и районов Ставрополя, где их полностью запретили на улицах, вопрос безопасности встал ребром. Власти ссылаются на отсутствие инфраструктуры и пугающий рост ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Но запрет, как мы знаем, это радикальная мера, лишающая многих удобного транспорта. Где искать баланс между безопасностью и свободой, мы поговорим именно вот сейчас на эту тему. И вообще, какие решения возможны? И главное, что может сделать Якутия на эту актуальную тему. Обсудим эту тему с Еленой Ефремовой, председателем комиссии по социальной политике, демографии, защиты семьи и детства Общественной палаты Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Ну и первый вопрос, наверное, будет, возможно, достаточно очевидный, да? Почему все-таки запретили самокаты в различных регионах нашей страны? Доброе утро. Общественная палата Республики Саха-Якутия на самом деле уже с 2024 года поднимает вопрос безопасности на дорогах, в том числе с применением средств индивидуальной мобильности. Самокаты относятся именно к таким транспортным средствам. И в этом году, уже в 2025 году, постоянным комитетом Государственного собрания УТН был проведен круглый стол с участием общественности. И далее мы уже в июне в продолжении данного обсуждения на площадке Общественной палаты также провели круглый стол с участием непосредственно всех заинтересованных сторон. Это и ГИБДД, это и депутаты, это и общественность. Кроме того, в работе круглого стола у нас приняли участие представители Федеральной общественной палаты Российской и представители Общественного совета Минтранса России и окружной администрации города Якутска непосредственно. Надо сказать, что действительно общественность и родительское сообщество взволнованы той ситуацией, которая вообще сложилась не только, наверное, в городе Якутске, а в целом у нас в стране. Данная проблема, она актуальна в связи с тем, что население в какой-то степени недостаточно грамотно, наверное, относится к пользованию средствами индивидуальной мобильности. Например, в части того, что на один самокат становится по 2 человека, что не соблюдается скорость езды на самокатах и так далее. Конечно, одна из причин – это отсутствие должной инфраструктуры пользования самокатами, но она не является самой такой, может быть, главенствующей в связи с тем, что должна вестись такая просветительская информационная работа. Она должна вестись в течение всего года, мы считаем. Мы пришли к такому мнению в ходе обсуждения в связи с тем, что необходимо подключать и образовательные организации, и систему дополнительного образования. Кроме того, необходимо, конечно, подключить самого агрегатора, это компания ВУШ, которая у нас предоставляет данные услуги в стране в целом, и у нас в Дальнем Востоке, и в городе Якутске в том числе. Но есть города России, которые
конкретно вот приняли кардинальные меры по запрету самокатов. Надо сказать, что в ходе нашего обсуждения также одно из предложений таким образом было озвучено, но оно не было поддержано всеми участниками круглого стола, потому как мы пришли к выводу, что необходимо в целом выстраивать систему безопасности пользования вот средствами индивидуальной мобильности. И, как я уже ранее сказала, так как у нас в работе круглого стола присутствовали представители Федеральной общественной палаты и Общественного совета Минтранса России, эти предложения напрямую были озвучены непосредственно тем людям, от которых зависит принятие решения. И присутствовал сам представитель, руководитель компании ВУШ. Поэтому мы надеемся, что в перспективе данная работа она будет продолжена. И кроме того, у нас присутствовала, например, образовательная организация, которая в целом у нас в городе Якутске занимается профилактикой безопасного движения. И в плане работы возникла такая инициатива о сотрудничестве с агрегатором именно по проведению совместных профилактических мероприятий. Мы со своей стороны, как общественная палата, согласны взаимодействовать и оказать свою поддержку информационную, в том числе принять участие в совместных мероприятиях с участием в том числе органов системы профилактики, и в целом населения города Якутска. И после проведенного нами обсуждения уже непосредственно Общественная палата города Якутска провела обсуждение, тоже круглый стол, где они уже приняли конкретное решение касаемо городского округа города Якутска. Спасибо большое за подробную информацию. Мы, конечно, надеемся, что пока еще те, кто передвигаются на самокатах, будут внимательнее и осторожнее, но и пешеходам тоже надо быть начеку. Ну а сейчас давайте узнаем, какая же у нас погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 17 градусов. В Заречной группе 16-24 выше 0. В южных 14-19. В Вилюйской группе 16-19, Нижнеленских до плюс 20. В западных районах 14-22 со знаком плюс. В Колымын-Дигирской группе Улусов 14-29, в Янских 12-23. На северо-западе ожидается до 21 градусов тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 12 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем переменная облачность. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 24 градусов. Возвращаясь вновь к теме самокатов, конечно же, на данный момент нет такого готового рецепта, как должно быть правильно. На мой взгляд, ситуация, допустим, как в Париже, где полностью запретили самокаты, недопустимо. С другой стороны, нам нужно как-то останавливать лихачей. Время покажет. Отойдем от темы скорости и опасности к более спокойному и полезному. И это наша утренняя зарядка. Утренняя йога представляет собой комплекс асан и медитативных практик, выполняемых после пробуждения. Начинающим утренняя йога помогает плавно войти в активный ритм, сократить воздействие стрессовых факторов и сформировать позитивный настрой. Всем доброе утро, меня зовут Виктория Чиннова, я сертифицированный тренер по йоге. И сегодня мы с вами сделаем бодрящую зарядку-разминку. Во-первых, можно начать с массажа мячом. Если у вас есть обычный теннисный мячик, вы можете сделать такой бодрящий массаж стоп. Для этого нужно промять все стопы и прокатить мячик по всей стопе на одной. И то же самое сделать на второй ноге. Теперь приступим к самой разминке. Становимся в тадасану, ножки параллельно друг другу, стоим ровно, коленки подтягиваем, бедра подтягиваем. Таз направляем вперед. Поднимаем ручки вверх, вытягиваемся. Ставим ручки верхние на мосты и вытягиваемся назад, а таз тянем вперед. Затем, опускаясь, можно согнуть коленки и притянуться животом к бедрам, а опуститься вниз ручками либо положить на коврик, либо положить под икры. Отлично. Следующее. Становимся ближе к краю коврика, отшагиваем левой ножкой назад, правая ножка остается у нас спереди. Угол соблюдаем 90 градусов, либо чуть больше, но меньше нельзя. 90 градусов. Поднимаем ручки вверх, вытягиваем
Позвоночник вверх, таз подтягиваем вперед. Наклон назад, вдох. С выдохом сильная становится задняя ножка. Вытягиваем ручки вперед. Живот ложим на бедро. Отлично. Затем правую ручку на колено. Перед собой. И вытягиваем левую ручку вверх. Вдох. Задняя ножка сильная. Выдох. Возвращаемся. Подшагиваем левой ножкой вперед. Отлично. Восстанавливаем дыхание. То же самое на другую ножку. Вдох. Таз вперед. С выдохом. Наклон вниз. Отшагиваем правой ножкой назад. Угол 90 градусов. Поднимаем ручки вверх. Наклон назад. Таз вперед. Вытягиваем ручки вперед, ложимся на бедро, задняя ножка становится сильнее. Левая ручка на колено. Ставим перед левой стопой и поднимаем ручку правую вверх к потолку. Вдох и выдох. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. Значит, становимся по центру коврика. Ножки чуть пошире. Пальчики заворачиваются вовнутрь, ножки параллельно друг другу. Стоим удобно. Таз подкручиваем вперед. Ручки поднимаем вверх, вдох. С выдохом наклон параллельно полу. Правая ручка идет у нас на левое колено. Левая ручка разворачивается к потолку. Плечи от ушей назад. Вдох. С выдохом мягко меняем положение. Левая ручка на правое колено, правая ручка вверх. Вдох, выдох. Отлично. Возвращаемся на место. Собираем ножки. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. На участке Покровск-Кангаласа ожидается повышение уровня воды в Лене. На участке Алекминск-Станый-Ахтат суточный рост составил 5,65 сантиметров. С 31 июля по 2 августа ожидается повышение уровня воды на участке Покровск-Кангаласа. Также из-за выхода волн дождевых паводков с притоков отмечается рост на участках рек Алдан, Амга и Колыма. Школьные чаты начали переводить в национальный мессенджер МАКС. Новшество испытывают в 6 регионах – Татарстана, Алтай, Владимирская и Тверская области. Решение связано с тем, что образовательную платформу «Сферум» начали объединять с мессенджером МАКС. Власти уверяют, что переход школьных чатов будет постепенным. Сейчас такие чаты работают в платформе «Сферум», созданной ВК и Ростелекомом. До этого в Госдуме говорили, что не будут обязывать граждан и компании обязательно переходить в государственный МАКС. Ученые вновь анонсировали вторжение инопланетян. Астрофизики Соединенных Штатов заметили межзвездный объект, который летит по очень точному маршруту и проходит необычно близко к Венере, Марсу и Юпитеру. Как пишет The New York Post, объект назвали «Атлас». 29 октября он окажется за Солнцем. Некоторые ученые считают, что это позволит объекту спрятаться от наблюдений с Земли и в дальнейшем совершить налет на нашу планету. Эксперты НАСА призвали не делать поспешных выводов. По их мнению, это скорее комета из другой звездной системы. Ее необычную траекторию объясняют естественными причинами. Ну а в Якутске с начала сезона от укусов клещей пострадали 47 человек. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего по Якутии зарегистрировано более 600 случаев. Как сообщили на общегородской планерке 28 июля, клещи нападали на людей в различных районах города, включая дачи в поселке Жатай, Хатынырёхское шоссе, Вилюйский Покровский тракты, микрорайон Тускул, местность Усть-Хатын и окрестности поселка Маган. Все пострадавшие получили вакцину противоклещевого иммуноглобулина. Больше всего укусов клещей зафиксировано в Ленском, Алданском и Нерюнгринском районах. Глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский опроверг слухи о возможной блокировке мессенджера WhatsApp в России. В своем телеграм-канале он назвал подобные заявления необоснованными и призвал не доверять сомнительным источникам. Напомню, ранее 18 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости соблюдения мессенджерами российского законодательства. В июне WhatsApp был оштрафован на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.
Выпускники медалисты Татинского улуса услышали поздравления. Нынче школу с золотой и серебряной медалями окончили 20 детей, 8 из которых получили медаль высшей пробы. Отличников учебы поздравил глава улуса Аял Семенович Бурцев. Все пожелали, чтобы дети поступили в желаемые учебные заведения, стали профессионалами своего дела и патриотами своей родины. В конце встречи глава улуса и медалисты в свободной форме поговорили о мечтах, которые приводят к целям. Я считаю, что готовиться нужно лучше заранее. Сам я начал подготовку к математике и русскому в 10 классе, а к физике в 11. Но я думаю, что лучше начать уже в 10 классе ко всем 3 предметам определиться, какие предметы ты будешь давать, и усиленно к ним готовиться. Особенно трудным выдался для меня экзамен по математике, так как это был первый экзамен. На нем я сильно волновался, и мой совет: лучше не надо волноваться. Из-за волнения я потерял очень много времени и не получил желаемые баллы. А так я доволен. И мы продолжаем наш утренний эфир. И сегодня мы говорим о силе, которая меняет жизни, о женской поддержке. В Якутии есть удивительное сообщество «Ты не одна, я с тобой, Якутия». Это пространство, где женщины находят понимание, ресурсы, а самое главное – опору в других женщинах, что помогает расти, справляться с вызовами, реализовать мечты и просто чувствовать, что ты не одна. И сегодня у нас в гостях Намарико Дьячковская, это правозащитница, одна из основательниц Якутской региональной общественной организации поддержки женских инициатив «Ты не одна, я с тобой, Якутия», и Айлана Суздалова, психолог в социальной сфере. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите для начала вообще, с чего началась вся эта деятельность, этот уникальный проект, и как вы давно работаете над ним? Это, наверное, вопрос будет к Намарико. Если помните, 2 года назад очень громко звучали дела, связанные с домашним насилием в Казахстане, в Якутии. И мы с моей подругой, тоже юристом, Анастасией Антоновой, решили, что можем помогать девушкам, которые находятся в такой ситуации, как юристы. И в социальных сетях мы опубликовали наш первый пост, призвали людей объединиться против этой проблемы. И в первую же неделю к нам подключились волонтеры, психологи, юристы, неравнодушные люди. И в первую же неделю мы организовали механизм оказания помощи девушкам. Первый пост набрал 5000 лайков, очень много репостов. И с тех пор мы оказываем помощь. Психологи, юристы, просто неравнодушные люди оказывают материальную помощь, оплачиваем услуги адвокатов. И вот на сегодня мы являемся общественной организацией, такой уже полноценной организацией, как юридическое лицо зарегистрировано. Ну вот вы уже затронули тему того, что откликнулось очень много людей, да, и в том числе и психологов, да. Ну тогда вопрос будет к Айлане. Айлана, вот а в чем заключается роль вообще психолога, если женщина все-таки оказалась в трудной жизненной ситуации? Ведь не каждая из них может вообще открыто говорить об этом. Да, моя работа заключается в том, что создать безопасное место, где она может говорить о стыде, о страхе, о боли, без осуждения, да. Часто такое вот дает облегчение. И мы ищем ресурсы в ней, то есть мы отталкиваемся с насильные стороны. Но часто у нас в культуре есть привычка все терпеть, не говорить, не просить о помощи. Я говорю всегда, что просить поддержки – это нормально. Да. И вообще важно, чтобы женщина взяла ответственность, особенно когда у нее есть дети. Ну а, Намарико, вот основные задачи организации, да, все-таки помощь, она же вот однократная может быть, да, но зачастую ведь этого недостаточно. Да, это проблема государственного масштаба. Мы можем только содействовать. Стараемся оказывать комплексную помощь. У нас обращения на сегодня поступают через социальную сеть, через Директ. Очень хотелось бы в будущем организовать телефон горячей линии, службу полноценную. Но на сегодня вот работаем так. И когда поступает обращение, наши кураторы спрашивают обязательно, какая конкретная помощь требуется. И обычно это вот комплексно стараемся. И психолог подключается, юрист, материальная прямая помощь. То есть можем содействовать в эвакуации в безопасное место. Большинство обращений у нас поступает от женщин с детьми. И обязательно мы всегда говорим, что все-таки, да, вот Айлана сказала, что ответственность на женщине самой, да,
И мы стараемся, чтобы девушки у нас обучались. Наши волонтеры, все женщины очень яркие, сильные, и они организуют у нас обучающие курсы. То есть у нас девушки проходят обучение, получают прикладные знания и всегда могут начать работать, организовать дополнительный доход. Да, вот мы сейчас видим некоторые кадры, да, из ваших мероприятий, да, это вот какие-то мастер-классы, да, я так понимаю, или что? Да, недавно у нас проходил фестиваль Саха Women Fest у наших партнеров в Вердель-парке. Это тоже инициатива наших волонтерок. У нас там был массаж, йога, выступление спикеров. Тоже очень полезное мероприятие прошло. Ну, если все-таки говорить о том, что все-таки в первую очередь женщина должна быть счастливой, да, но и зачастую, конечно, это зависит от атмосферы в семье и, в частности, от союза, да, в каком она находится, да. Вот, Айлана, наверное, к вам будет вопрос. Ну, как нужно правильно выбирать партнера и на какие моменты нужно обращать внимание в первую очередь и, возможно, какие моменты бывают вот теми самыми звоночками, когда уже необходимо, возможно, как-то, может быть, обратиться к психологу, либо вообще бежать. Я вас поняла. Вообще, во-первых, это всегда уважение ваших нет. То есть ваши границы уважают. На вас не давят. И важно, чтобы человек брал за свою жизнь ответственность и не искал в вашем лице спасателя. Ну и доброта в мелочах. Как он обращается с людьми, как с ними общается. Ну, с ними спокойно и безопасно должно быть. То есть ну, такие вроде бы фундаментальные вещи, да, мелочь всем понятная, но зачастую влюбленная женщина может закрыть глаза на такие вещи, да. Но если все-таки случилась, да, вот какая-то неприятность, да, как помогаете вот вы поэтапно, да, вот что может женщина сделать, то есть обратиться к вам? Сначала горячая линия, да, далее как? Нет, еще раз повторюсь, что мы работаем пока без горячей линии. В социальных сетях, да. Ага. К нам поступают сейчас обращения через директ. Мы направляем куратору, и уже куратор выясняет, какая помощь требуется. А есть ли какая-то статистика за 2 года уже? Конечно, да. За последние 2 года у нас было... Мы отработали больше 300 обращений. Это практически каждый день поступают заявки. И мы работаем только благодаря человеческим ресурсам на сегодня. И вот за эти 2 года, да, большинство обращений все-таки от женщин с детьми, от молодых женщин. У нас целевая аудитория, вот женщины, которые только начинают строить отношения, которые находятся в браке. В декретное время, да, женщина очень уязвима, зависима экономически. Вот наша вот основная целевая аудитория такая. Ну и заключительный вопрос Айлане. Все-таки вернемся к еще одной такой очень популярной проблеме. Это токсичные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между партнерами. Да? Что нужно делать в этом случае и вот как можно помочь девушке? Когда обесценивает ваши чувства, когда обесценивает ваши чувства, когда ревнует не только к мужчинам, но и работе, да, к мечтам, может быть, да, нестабильность. Сегодня он вас боготворит, а завтра игнорирует. Это не страсти, это качели, это манипуляции. И на самом деле счастливые отношения, они спокойные. И где-то местами, может быть, даже скучные. Но с ними спокойно, безопасно. Но в этом случае, вот если все-таки девушка понимает о том, что она находится в какой-то созависимости, либо вот реально в токсичных отношениях, да, что нужно делать первым делом? В себе искать эту силу, поддержку или все-таки обращаться к кому-то? Но все-таки поддержка, она очень важна. Лучше обращаться к близким. И даже к психологу можно обращаться. Тамарико, а можно ли как-то стать вашим волонтером? Или же, допустим, вдруг кто-то из наших телезрителей сегодня захочет просто оказать какую-то, может быть, такую однократную помощь, а может быть, захочет стать с вами партнером? Да, у нас как раз-таки вот такое комьюнити, да, теплое, понимающее создано. И девушки к нам приходят не только получать помощь, но и реализовывать какие-то свои идеи, проекты, реализовывать вот эту свою благотворительную часть. Да? И, конечно, мы рады всем и готовы поддерживать любую инициативу девушек, женщин.
Спасибо большое. Мы желаем, конечно, процветания вашей такой общественной организации. И пускай все-таки как можно меньше, да, случаев происходит, грустных и печальных. А если все-таки они случаются, я желаю вам сил, терпения, уверенности, хороших людей вокруг, чтобы помочь все-таки женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Спасибо. 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 Ну а сегодня 29 июля, и сегодня отмечается интересный праздник День дождя. Этот праздник появился в конце 1800-х годов благодаря фармацевту Уильяму Эллисону. Местный фермер обратил внимание тогда на то, что 29 июля в его городе всегда шел дождь. И он стал вести ежегодный учет осадков в эту конкретную дату. В дальнейшем этот день превратился в настоящий праздник дождя, который по сей день отмечается в Уэнсберге. Образ дождя у каждого свой, неповторимый и особенный. Для кого-то он врачеватель душевной боли, благодать, а для других – символ времени. Чем уже еще запомнился этот день, узнаем далее. На календаре 29 июля. Сегодня отмечают Международный день тигра. По народному календарю – Финагеев день. Считалось, что ко дню Афиногена или Финагея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян. Во многих районах начинали сжать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. Вечером после работы его с песнями несли на гумно, впереди шел хозяин со снопом, за ним шествовали работники. Именинный сноп сохраняли для будущих обрядов. С него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей. Часть первого зерна обязательно оставляли для посева. Этот день в истории. 1836 год. В Париже торжественно открыта Триумфальная арка. 1948. Открылись 14-е летние Олимпийские игры в Лондоне, Великобритания. 1963 состоялся первый полет самолета Ту-134. 1981 состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза, принца Уэльского и леди Дианы Спенсер. В этот день родились 1817 Иван Айвазовский, русский живописец, маринист. 1900 год. Филипп Голиков, советский военачальник, маршал Советского Союза. 1905. Клара Боу, американская актриса, звезда немого кино. 1915. Павел Кадочников, советский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР. 1926. Зиновий Карагодский, советский и российский театральный режиссер, педагог, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия и Яков. Красивые кадры сейчас увидели мы с памятной даты этого дня – свадьбы принцессы Дианы. Их брак был представлен как сказочная свадьба или свадьба века и стала самой дорогой свадьбой в истории Великобритании. Ни для кого не секрет, что в британской королевской семье обязанности распределяются в зависимости от статуса члена семьи. Но мы живем совсем иначе, и в наших семьях никто не отменял простые, обыкновенные, рутинные домашние дела. Ведь это очень важно для поддержания порядка и гармонии в доме. Это помогает избежать конфликтов, так как каждый член семьи посильно вносит свой вклад и причастен к общему делу. Ну а как это сделать правильно, узнаем далее. Доброе утро, Якутия! Сегодня в рубрике «Семейные дела» мы поговорим с вами о том, как же распределять домашние обязанности. Чаще всего в детском возрасте, до 5 лет, ребенок уже старается помогать маме. То есть вытереть стол, что-то сделать, но если есть еще, допустим, дети или еще какие-то обязанности, то мама обычно говорит: так, подожди, я сейчас быстренько сама все сделаю, да? И это проще, это действительно проще, чем ребенок будет все разливать, проливать и так далее. Но уделив время ребенку для того, чтобы научить его, например, то же самое вытирать со стола, да? Ребенок таким образом будет понимать то, что он значим, у него есть место в доме, у него есть свои обязанности, то есть он приносит какую-то пользу. И это, согласитесь, очень приятно для ребенка. В дальнейшем, по мере роста ребенка, конечно, обязанности, они добавляются. Что делать с малышами, да, и вообще? Обычно
родители как говорят: убирайтесь дома. И согласитесь, никто не хочет идти и убираться дома. Чаще всего, как мы поступаем, да, то есть я начинаю убираться, и потихоньку дети начинают привлекаться тоже. Начинают убирать у себя игрушки, начинают перекладывать какие-то вещи. Они же быстрые, поэтому я их прошу быстренько сбегать, прибежать, принести и так далее. И дети с удовольствием включаются в эту игру. В такой более игровой, легкой форме. Ни в коем случае не надо кричать и заставлять ребенка делать то, чего он не хочет. Бывает такое, что ребенок действительно устал, и он не хочет просто сейчас что-либо делать. Да? Тут, конечно, нужно будет уже поговорить. Например, если это мытье посуды вечером, то у каждого есть, например, график дежурств и день, когда ребенок моет посуду, а когда он вполне свободен и может заняться своими какими-то делами. Таким образом, маленькими шагами, своим трудом и терпением у вас получится приучить ребенка к тому, что домашние обязанности – это не такая вот страшная рутина и обуза, да, а что это может быть очень даже легким и веселым времяпрепровождением. И, дорогие родители, конечно же, помните, что мы учим детей своим собственным примером. Отличный совет, на мой взгляд, что все нужно делать в игровой, а не в принудительной форме. Выполнили все свои домашние обязанности, можно теперь и отдохнуть. Отличная идея – это совместное чтение. Мне кажется, что книга для семейного чтения автоматически становится та книга, которую читает, естественно, вся семья. Ну, допустим, взяли родители с полки энциклопедию окружающего мира, раскрыли вместе, читают с ребенком, обсуждают. Вот тебе и семейная книга получилась. То же самое можно проделать и с азбукой, и со сказками, ведь главное – это атмосфера, которая окружает читающих. Не знаете, какую книгу выбрать, тогда наша постоянная рубрика вам в помощь. Сегодня я бы хотела рассказать тебе об еще одной книге под авторством Эрнеста Сеттона Томпсона «Животные герои». По Скриперскому переулку звучали слова «мясо». Все кошки сбегались на этот призыв, а собаки лишь уводили морды. Человек с тачкой останавливался примерно каждые 50 метров, как только кошек становилось достаточно. Длинной палкой он выдавал животным свои порции. Его работа требовала от него хорошей памяти и бдительности. Он знал каждую кошку и их хозяев. Те, чьи хозяева вносили плату вовремя, получали хорошие куски, а некоторые поменьше, если плата вносилась с задержкой. Кошки, не входившие в число аристократии, оставалось лишь ждать на почтительном расстоянии и надеяться на счастливый случай. Такой же была тощая и грязная серая кошка. По ней легко можно было догадаться, что где-то в темном переулке ее дожидается голодное семейство. Большой кот, такой же бездомный, как и она, напал на одну из аристократок. Воспользовавшись случаем, она ухватила выпавший кусок печенки и была такова. Окольными путями она дошла до свалки. Там, на дне короба из-под сухарей, ее дожидалась ее семья. Но вдруг она услышала жалобное мяуканье. Черный кот расправлялся с ее потомством. Хоть он и был в 2 раза больше нее, но то, с какой яростью она напала, заставило кота обратиться в бегство. Из всех котят уцелел только один. Серый, как и мама, только с черными полосками на спинке и белыми отметинами на ушах, носу и кончике хвоста. Несмотря на горе, кошка-мать направила всю свою любовь на оставшегося котенка. В поисках пищи приятный аромат привел ее на пристань, но обратный путь оказался перекрыт ее давним врагом – собакой с верфи. Бедной кошке ничего не осталось, кроме как запрыгнуть на ближайшее судно, а когда на следующее утро оно отчалило, к сожалению, кошка без своего согласия уплыла вместе с ним. Так маленький котенок остался совсем один. Что же будет с ним дальше? Какие приключения его ждут? Об этом вы сможете узнать, прочитав книгу Эрнеста Сеттона Томпсона «Животные герои». Еще один вариант совместного времяпрепровождения – это все виды релаксации. Например, сон на ульях.
Да-да, вы не ослышались. Говорят, что несколько сеансов сна на пчелах равноценны по отдыху половине отпуска в санатории. Причем процедура абсолютно безопасна. Человек гарантированно оздоравливается. Например, нормализует вес, углубляется дыхание, замедляется сердцебиение, стабилизируется давление, а также усиливается выработка эндорфинов, так называемых гормонов счастья. На необычном ложе побывала и наша коллега. Пчелы – это не только килограммы полезного меда, но и полезный сон. Пчеловод Алексей Амосов построил на своем участке апи-домики, где можно вздремнуть на ульях. Апи-домик – это сам по себе очень большой ингалятор. Это, можно сказать, вот у кого есть маленькие дети, они знают, что такое небулайзер. Все дышат этим раствором фурацилина или же, ну, всякие антибиотики есть, что не очень полезно для здоровья. Просто вывести мокроту, чтобы кашель у ребенка прошел и так далее. Здесь все природное, без никакой химии. Пчелы все сами за вас сделают. Так как мы энтузиасты, мы сами на свое усмотрение сделали. И, можно сказать, это у нас получилось. Такая необычная и даже на первый взгляд экстремальная спа-процедура очень полезна для здоровья, так как, находясь внутри апи-домика, человек ощущает вибрацию и энергетику пчел, благодаря которым человек начинает заряжаться, как сотовый телефон. Это конструкция как бы летнего домика. Внутри, снаружи дюймовка, изнутри вагонка, между древесиной, можно сказать, все конкретно, очень герметично, все обшито изоспаном. Также имеется лежанка, подушка, обязательно медицинская простыня, плед. Кровать представляет собой деревянную конструкцию, внутри которой расположены улья, куда пчелы залетают самостоятельно через специальные отверстия из рядом стоящей посеки. Здесь температура ульи всегда 35,5 градусов. У них здесь собирается мед, пыльца, получается вот натуральный мед. При этом они сами выращивают свой расплод. В период большого главного взятка примерно 150-300 тысяч пчел в одной семье. Ну, вот, грубо говоря, здесь уже, можно сказать, их 500 000. Энергия, которая исходит от пчел, жужжащих под спящим человеком, просто сумасшедшая. Лечебный эффект обусловлен вибрациями, которые создают пчелы, двигаясь внутри ульев. Благодаря этим вибрациям к человеку поступает воздух, насыщенный полезными веществами. Ароматы цветов, меда и прополиса действительно расслабляют. Хочется закрыть глаза и поспать. 10 сеансов апитерапии заменяет 10-дневный отпуск на море. Сон на пчелах рекомендуют при многих болезнях. Такой сон полезен для сердца, органов дыхания и сосудов. Стабилизируется давление, уходит усталость и депрессивные состояния. Но, как и у любой другой процедуры, у апитерапии имеются свои противопоказания. Одним из этих является индивидуальная непереносимость, также туберкулез любой активности, также является кардиостимуляторы, у кого есть, тоже не подходит. Ну, в основном тяжелые заболевания, также повышенная температура тоже тело не подходит. В пчелиной многотысячной семье каждая пчела работает по своей профессии. Есть и рабочие пчелы, и строители, и воспитатели, и даже военные. Но у пчел не бывает конфликтов и разногласий. Напротив, все заботятся обо всех, и все направлено на общую пользу. Рада вновь передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Якутии продолжается работа по адресной поддержке участников, ветеранов СВО и членов их семей. На данный момент 185 семьям оказано содействие в газификации жилых домов. 718 родителей военнослужащих получили возможность пройти санаторно-курортное лечение, а 541 член семьи обрел возможность выезда к месту лечения военнослужащего. Также выплачивается компенсация стоимости обучения по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств, что является новой мерой поддержки, появившейся в этом году. 1329 участников
участников СВО и 2509 членов их семей прошли реабилитацию в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания. Немаловажной является и помощь в трудоустройстве для военнослужащих и их семей. Одно из основных направлений деятельности руководства республики – это занятость ветеранов специальной военной операции и членов их семей. На сегодня в службу занятости обратилось 911 человек, в том числе 328 участников СВО и 583 членов их семей. Поддержка участников, ветеранов СВО и членов их семей в республике продолжается. В Якутском промышленном техникуме началась подготовка к масштабному ремонту и оснащению современным оборудованием в рамках проекта «Дальневосточные мастерские». На закупку новых станков и аппаратов для электромонтажной, сварочных и ювелирных мастерских выделено 42 миллиона рублей. Сейчас сотрудники техникума проводят демонтажные работы и освобождают помещения от старого оборудования. После этого подрядная организация займется заменой окон и дверей, покраской стен, обновлением электросетей и другими ремонтными работами. К 2030 году на Дальнем Востоке планируется создать не менее 900 современных мастерских. В рамках программы социального развития, экономического развития субъектов Российской Федерации, Дальневосточного округа Республики Саха-Якутия выделено порядка 179 миллионов рублей на создание 21 мастерских. Создаются в 9 профессиональных образовательных учреждениях, и в том числе в Якутском промышленном техникуме. На сегодняшний день мы уже провели закупки на 42 миллиона и на создание 4 современных мастерских. В Якутии запустили информационный бот в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом. В республике, как и по всей России, проблема позднего выявления заболевания остается открытой. «Стоп-гепатит» создан для того, чтобы информировать население о вирусных гепатитах, их профилактике, диагностике и методах лечения простым языком. Помимо этого, бот призван восполнить дефицит достоверной информации и поспособствовать выявлению симптомов. Для пользователей новая разработка доступна в любое время суток. Время не стоит на месте, все идет вперед. И сейчас, конечно, очень много людей, которые ищут информацию в интернете, да, и информация бывает очень разноречивая, противоречивая. Поэтому мы постарались создать с помощью вот этого чат-бота то, чтобы люди могли получать эту информацию круглосуточно и достаточно достоверную. То есть все это достоверная медицинская информация. Россияне сидят на маркетплейсах для расслабления. При этом каждый второй соотечественник просматривает товары в онлайн-магазинах в свободное время. Согласно опросу, около половины пользователей маркетплейсов покупают что-то спонтанно. Причем четверть признались, что внезапные покупки вызывают у них яркие эмоции. Чаще всего импульсивно люди покупают одежду и мелкие товары для дома. Однако 40% россиян рассказали, что совершают только запланированные покупки. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. И мы продолжаем наш утренний эфир. И следующий сюжет будет интересен всем от мала до велика. Думаю, никто не поспорит, что мотоциклы советского периода – это в первую очередь ностальгия, приятные воспоминания для тех, кто в юности обладал такой техникой или хочет сохранить память о той эпохе. А для подрастающего поколения это своего рода история. А ведь многие мировые производители значительно увеличивают модельные ряды реплик старых моделей, а значит, есть спрос. О железных хранителях времени далее. Мы продолжаем наш рассказ об отечественной мототехнике, и сегодня специалисты ретро-музея поведали нам о 3 нетривиальных моделях советской мототехники. Первый из них – это мотоцикл Тула-200, который по сравнению с другими образцами мототехники выглядит очень футуристично, как из фантастического фильма. Тульский мотозавод специализировался на мотороллерах, поэтому их взгляд на проходимую мототехнику специфичен. Прежде всего, широкие колеса небольшого диаметра. Также привлекает внимание принудительное воздушное охлаждение и электрозапуск мотоцикла. Это потребовало установки аж 2 аккумуляторов под сиденьем. Ранние серии характеризовались аж 2 бензобаками, разделенными посередине. Но главная особенность модели – это дизайн, который разрабатывался во Всесоюзном научно-исследовательском институте эстетики в Ленинграде. Следующая нетривиальная модель мототехники, пожалуй, единственная модель квадроцикла родом из СССР – ЗИМ-350, выпускавшаяся в Харькове.
Это гибрид мотоцикла «Юпитер» и, заметьте, трактора. Присутствовал вал отбора мощности, который делал этот необычный вездеход вполне утилитарным, а не просто средством передвижения. Зим обладал вполне неплохой проходимостью, мощности 340-кубового движка хватало даже на то, чтобы делиться с небольшим сельхозоборудованием. Передняя подвеска независимая, а именно классический Макферсон. Сзади все проще, жесткая подвеска, привод задний осуществлялся карданом. Сзади видим подобие планетарного редуктора. Спереди и сзади стояли решетчатые багажники. И завершает нашу подборку грузовой трицикл или трайк Минского мотозавода на базе популярного Минска 3-112. Таких трициклов выпущено было считанные единицы. Есть свидетельство того, что трициклы ездили сугубо по территории мотозавода, перевозили сборочные единицы и запчасти. Отличал этого кентавр внешний вид, очень необычного вида, передняя вилка и грузовой отсек на задней оси с двумя колесами от Минск Кросс. Сзади нет и не было никакой амортизации. Имелась блокировка и задний ход. Как и когда этот редчайший образец Минского автозавода попал в Якутск, остается тайной. А знаете ли вы, что картины могут оживать не в сказке, а прямо сейчас в историческом парке «Россия. Моя история», где открылась уникальная мультимедийная выставка Светланы Иннокентьевой «Ар-Саха». И сегодня у нас в студии художник, автор выставки Светлана Иннокентьева. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Расскажите немного, собственно, о самой выставке, да, и как вы смогли оживить картины. Выставка интерактивная, называется «Ар-Саха», и она в прошлом году вошла в культурную программу игр «Дети Азии». И там 45 моих картин оживших, есть планшеты с осмыслением каждой картины, сама картина, и там 13 залов, где можно, начиная от культуры саха, заканчивая пониманием энергии, мироздания, что такое человек. Ну вот мы видим сейчас некоторые ваши работы, да? И там еще есть авторская музыка, то есть погружает человека в какие-то философские размышления. И оживили картины творческая команда парка «Россия. Моя история». Очень классно, необычно даже как-то, да? Так. Спасибо. И как вообще пришла идея подобной выставки, да? И откуда вы черпали, так сказать? Ну, я начала просто рисовать, и у меня моя подруга, мой идейный вдохновитель Галина Дмитриевна говорит: давай оживим картины. И мы с горящими глазами пришли в парк «Моя Россия» к директору. Он нас поддержал, и мы вот в процессе как-то все само пошло, и мы получилось даже лучше, чем мы ожидали, потому что там были как бы и текст, и музыка, то есть как-то само пошло все. Вот так, да. Вот сейчас среди ваших работ мы увидели такие необычные картины. Те, кто, возможно, не знает, это так называемые потоковые картины, да? Чем они отличаются от обычных? Ну, я так его пока называю. В общем, есть арт-терапия, интуитивное рисование, да, пока я в это сильно не погружаюсь, но назвала это потоковое рисование. Отличается тем, что просто рисуешь без размышления, голову отключаешь, и рука сама ведет кисть, и либо какие-то свои вот маленькие воображения, ну, идеи, они потом уже сами тоже раскрываются на холсте, то есть идет само по себе. А вообще, какова цель была вот оживить картину? Ну, как бы мы привыкли, что у всех художников, ну вот картина, она картина. Зачем вдруг ее нужно было оживить? Ну, я себя не считаю прям художником, потому что я начала рисовать только 1,5 года назад. Что? И вот через полгода, можно сказать, я создала выставку. То есть моя идея была в том, что каждый может рисовать и показать свое мироощущение, понимание. И именно вот ожившие картины, они как-то более глубже, что ли, дают, ну, раскрывают суть. Ну, скорее всего, вы уже получили обратную связь, да, с прошлого года от зрителя, да? Вот какая реакция вас удивила больше всего? И, возможно, какие-то вопросы интересно задавали вам? Да, очень был большой отклик, и особенно от детей, вот, участников игр «Дети Азии». И мне понравилось, что все понимали, о чем эта выставка. И я считаю, что искусство, творчество — это самый такой высший язык коммуникации с людьми, с миром, да? И больше всего понравилось отклик детей маленьких, потому что они говорили своим родителям, что они это понимают, они это где-то видели, и особенно вот молодым родителям можно с детьми прийти с колясками, и они тоже видят, там же все видео, музыка, и можно насладиться вот искусством вместе с детьми. То есть
есть все равно детям нужен небольшой такой интерактив, да? Да. Как бы, потому что смотреть просто картины, рассказывать немножко для них, наверное, скучновато было бы, да? Да. А здесь все движется, мигает, крутится, вертится, поэтому интерес да, у детей особый, да? Хорошо. А вообще ваша детская вот мечта, наверное, это была, да? Создать вот что-то такое уникальное, может быть? Или это вот просто внезапное желание, которое воплотилось в жизнь? Ну, я всю жизнь хотела быть художником, но поступила на физико-ядерщика. У меня Покровская детская художественная школа образования. Всю жизнь хотела рисовать, но, как говорится, везде, но нужно высшее образование, уметь что-то там, свой почерк, да, и вот в один прекрасный день, вот в ноябре 23 года, решила, что все, я начну рисовать так, как я хочу. И как-то, когда ты идешь по сердцу, по своим желаниям, мне кажется, все потом складывается наилучшим образом. И сейчас, глядя на ваши работы, и не скажешь, что это рисовал физик-ядерщик, да? Хочется сказать, что это дело рук профессионала, да? Ну а дальнейшие ваши творческие планы какие? В этом году мы из Хатына с Эхтуймада создали конструкцию УРАСУ интерактивную, где было 360 градусов картины, и как бы продолжение этой выставки, но назывался «Диалог с предками», как будто послание от наших предков, и там были ожившие картины и видео. И я хочу дальше, в дальнейшем это реализовать, дальше показать и делать разные фестивали, мероприятия. Вот до конца августа будет в парке стоять выставка. И там тоже моя мечта – это помогать творческим ребятам реализовать потенциал. И там могли бы разные сферы, там пение, стиль, одежда, хендмейд. И каждый мог бы о себе рассказать. И мы хотим вот такое сделать. То есть у вас впереди очень много таких наполеоновских планов, да? Ну, я уверена, что если у вас так, с таким успехом прошла ваша выставка, у вас все обязательно получится. Мы желаем вам именно этого. Спасибо большое. Спасибо большое, Светлана. Ну и на этом наше утро подходит к концу. Дорогие наши телезрители, желаем вам прекрасного настроения, хороших, позитивных новостей. Ну и, конечно, хорошего, продуктивного рабочего дня. И мы, как всегда, говорим до новых встреч. Увидимся завтра в 7:00 на телеканале Якутия 24 и НВК Саха. Творите, созидайте, как это сделала наша гостья. Ну и, конечно, не грустите. Несмотря на то, что сегодня чуть-чуть пасмурная погода, я думаю, и в этой погоде можно найти творческое вдохновение. Увидимся. До новых встреч. Всего доброго.